раз побывал на Днях татарской молодежи в 2008 году. Это было на теплоходе. Конечно, так скажем, с русского города попасть сразу в такую среду, где все говорят на татарском языке, ну, большинство говорят на татарском языке, было удивительно. На самом деле я очень обрадовался и даже удивлялся тем людям, которые как-то так вот, ну, некоторые не хотели, есть такие, которые не хотели туда попасть. Для меня это было удивительно, потому что ну, если ты татарин, если ты называешься татарином, ты как-то должен стремиться узнать свою культуру, больше побывать среди татар и так далее. И это такая превосходная возможность у меня случилась. Все-таки в 2008 году я в первый раз побывал на теплоходе, тем более это просто незабываемое впечатление. Первый раз на теплоходе, в первый раз, так скажем, в кругу одних татар, плывем по Волге, разные города, Самара, Саратов, Ульяновск и другие. Очень активная молодежь, что могу сказать. Вот просто даже иногда удивляешься, смотришь на людей и думаешь, насколько вот все-таки молодцы татары. Гордость берет за родной народ. И петь умеют, и танцевать умеют, и так и прекрасно по-татарски говорят, и активные люди. За это время очень много молодежных организаций, ну, я имею в виду после того, как посетили ДТМ, образовалось очень много молодежных организаций. То есть люди проявляют себя во всем. Не только творческие, но еще и активную жизненную позицию в целом имеют. Из таких каких-то моментов запоминающихся было, это, вот, допустим, был случай на теплоходе, когда Самара очередной раз выделилась. Там, в принципе, уже Самару все знают, уже очень ценят Самару. Когда Самара приезжает, это от нее ждут чего-то особого, да, ждут, Самара приехала. И самарская делегация решила на конкурс красоты не одного человека выдвинуть, а двоих. Что... Можно я дополню? Конкурс красоты среди девушек, а у нас 4 или 5 девушек. И все хотят, конечно. Но это же конкурс. Я говорю, ну как же, ну всех давайте наших, всех девушек возьмите. Это же конкурс. Победить, говорю, сильнейший. А организаторы говорят, нет только одного представителя. Ну, это, наверное, связано просто с тем, что настолько самарские девушки действительно выделяются, и это были реально, так скажем, фавориты. Ну, то есть невозможно было 2 первых места отдать, и там оба первых места в Самару бы ушли. С одной стороны, это, конечно, правильно, потому что надо и другие города тоже подтягивать, чтобы они не потеряли надежду. Но был такой вот случай, пришлось, после того, как одну девушку сняли, пришлось бойкотировать полностью этот конкурс. Потому что, ну, это не дело, потому что выделить кого-то из 2 девушек, которых на этот конкурс номинировали, мы не могли, обе девушки как бы достойны, и поэтому... Несправедливость срезали нашу одну девушку. Да, и мы справедливо решили... И ту сняли. Справедливости, где несправедливость. И ту сняли, и сами бойкотировали и ушли. Тем самым очередной раз еще больше запомнились. Может быть, если бы просто первое, там, второе место в конкурсе красоты это одно было, 2 девушки сняли сразу, и еще больше. Самара это там... Член жюри, кандидат исторических наук, профессор Гамерджан Давлешин, тоже видя эту несправедливость, тоже встал и ушел. Поддержкой наших делегаций. И все. Ну, я поняла, наша девушка заняла первое. Мы сразу сняли всех. Мы всех сняли с конкурса. Ну и так на будущее, чтобы просто они тоже... Ну, в следующий раз, может быть, как-то прописывали это в правилах конкурса или как-то еще. Вот. Не зря они были против того, чтобы 2 выдвигали. Не зря. По принципу один за всех и все на одного. 2009-2010 год ДТМ это немножко это другое, это уже ДТМ проходил в гостинице «Регина». Чем это отличалось? Ну, что больше пространства, как-то люди больше перемещались, общались, каких-то больше, может быть, подвижных мероприятий было, экскурсий по Казани. В тот период Казань именно активно развивался после 2005 года.
комплекс, много чего появилось в Казани. И, ну, что еще запомнилось, это китайцы, те же говорили о японцах, еще китайцы там были тоже, которые прекрасно на татарском языке говорят. Могут сохранить свою культуру, если стремятся, если поставили себе такую цель, сохранить язык, сохранить культуру. Это значит вполне достижимо даже в таких государствах, как Китай. Вот. Здорово, здорово, конечно. И каждый раз ждешь этого мероприятия, весь год наполнен энергией, хочется что-то делать, хочется помогать, видишь, что ты не один. Это, ну, каждому человеку это важно знать, то, что он не один идет в таком направлении, а то, что много единомышленников, много людей, таких, которые так же мыслят, как ты. Это сплачивает, это, ну, для меня ДТМ это очень много значит. Спасибо. А сейчас они проводятся?